Здравствуйте, уважаемые братья и сестры. Это вновь я, Иоанн Башкирский. А башкирский, потому что крестился в Башкирии. Вот. Наконец-то я выбрал время и решил ответить на вопросы, которые пришли на мою страничку в Ютубе, как духовнику и проповеднику. Но вначале мне бы хотелось, пользуясь, естественно, этим видео посланием, поблагодарить тех, кто зашел и оставил свои добрые слова. Например, дяде Коле, он так представился. Ему огромное спасибо. Желаю ему долгое лето. Сохрани вас, Господи, дядя Коля. Пусть Бог вас бережет от всех зол, бед, болезней. Поблагодарить Сержа. Видно, что он по диалогу с этим молодым человеком Айратом Гумеровым, он ревнитель, естественно, по Господу нашу Иисусу Христу. И ему хотелось бы пожелать тоже мужества, терпения на борьбу с видимыми и невидимыми врагами тьмы с века сего, чтобы он, естественно, имел воздержание вот, от таких диалогов. Они не приносят, это пользы, что ли. Вот, пока человек не получит Духа Святого, пока не примет крещение, пока все этот обряд не пройдет и не войдет, и не сольется с Господом нашим Иисусом Христом, он не может понять никак. И не только это будет мусульманин, это будет всяк человек, принадлежит каждой своей религии, не может понять никак. Никак. Но поэтому духовник и проповедник как бы никогда не навязывает своих слов, там, тем более мнения, только слова истины, слова Евангелия. И когда ты их говоришь, ему просто не приходится никак иначе думать, как только анализировать со своей религией. И это слова истины, если человек имеет Духа Святого и имеет силу, они, конечно же, войдут, но принять вопрос – это только, то есть принять веру, крещение – это только, конечно, от Бога. Поэтому нужно стараться, если где-то говорите о Боге, это все Сержу. Если говорите где-то о Боге, желательно только нести истину и ни в коем случае настойчивость и все, что с этим связано. Затем хотел поблагодарить председателя татарской общины. Кстати, об этом я хотел сказать отдельно. Татарская община. Я очень благодарен Господу нашему Иисусу Христу, что есть такая община татарская здесь, в Москве. Я очень признателен и благодарен в лице ее председателя, что она делает дела Господни. Поэтому те, кто были когда-то мусульманами и приняв Христа, это переворот в самой жизни. Очень за вас рад и хотел бы вам сказать, чтобы это, конечно, отдельная тема, чтобы вы просто приняв Христа, тоже не вошли в заблуждение. Немало дел нужно сделать, чтобы быть подлинными христианинами. То, что я вам сейчас говорю, это я говорю вам в Духе Святом и как есть подлинный христианин, воцерквленный, живущий по всем законам Божьим. И я хочу вам сказать, что немало есть, конечно, для вас тоже толкований, но это отдельно. Поэтому благодарю
в лице этой прекрасной, мужественной, взявшей на себя Богом данное такое бремя. Спасибо вам. Кстати, все, кто слушает это послание, именно через эту татарскую общину, проходят все эти мои послания. Огромное вам спасибо, я вам очень признателен. Теперь хотел бы сказать о Айрату в чистом виде Гумерову, что 2 месяца было посланы эти послания, и я как будто бы этого видя и не отвечал. Это, конечно, не так. Вот. То есть, я же говорю, это не на моем личном сайте, чтобы я зашел в любое время и посмотрел. Я вот так отправил сейчас, как сейчас, отправляю послание. Потом проходит какое-то время, когда уже начинают люди смотреть. Там, я уже по времени начинаю человеку спрашивать у этого председателя, спрашивать, вошел ли кто ко мне. И вот она говорит одно, второе, одно благодарность, второе, там добрые слова. И вот есть от такого-то человека, возможно, это мусульманин, да и по вопросам видно, есть, поступили вопросы, надо было бы ответить. С удовольствием я это делаю и не сразу выбираю время, наконец, вот сейчас выбрал, потому что на самом деле я занят глубоко мирскими делами, но давайте, Айрат, так, не будем держать, скажем, душевной обиды, что вот я написал, задал вопросы людям, а они на них не отвечают, или там, типа, вопросы, возможно, у вас такие сложные, что вы не можете, там, не найдутся люди, которые на них отвечают, не могут ответить. Там вот нашелся якобы один человек, Али Вячеслав, ну, о нем я вам, там, о нем мы позже поговорим, а сейчас я хотел вам уже сказать, чтобы вы не держали никакого душевного обиды. Теперь давайте, что касается ваших вопросов, начнем мы с первого, естественно, вопроса и ответим. Не будем затягивать. То есть еще хочу сказать, что отвечать на ваши вопросы, тут в основном вопросы я просмотрел же, естественно, они, может, там 1-2 есть, где я непосредственно из Евангелия, то есть евангельские вопросы. А так это я бы по своему разумению хотел бы сказать, что вопросы это познавательные. Но я так думаю, какой ум, тот с таким умом и задает вопрос, и он является вопросом, каков он уровень имеет знаний, такой и вопросы. Поэтому я хочу вам ответить на те вопросы, которые вы поставили, вот, и не только вам, а в лице вас многим людям, и не только мусульманам, хотя о мусульманстве я был сам мусульманин, и хочу, чтобы люди, мусульмане-братья, спасли свои души, вот, а и христианам, из которых из 10 9 не живут по-христиански, и протестантам, и атеистам, и баптистам, и прочим людям, которые заблуждены в учении христианском. Вот, поэтому Господь Бог там еще не раз говорит, вы не знаете ни Писания, ни силы Божией, и заблуждаетесь. Поэтому здесь мы можем сказать, что то, что я буду говорить или отвечать, и нести какое-то некое послание, это является подлинное учение христианства. И нет никакого другого учения, которое бы я бы говорил, потому что только вне Господа Иисуса Христа является, знаете, лжепророчество, то есть лжепророки, такие как лидеры сектантов и многие-многие, которые ведут за собой людей прямо в погибель. Поэтому и сказано, узок и тесные врата, ведущие в Царство Небесное, и мало им идут, а широкие и просторные врата, ведущие в погибель, и многие ими идут.
Поэтому здесь нужно понимать, что то, что будет сказано в Духе Святом. Приступим к первому вопросу. Кто редактировал Библию? Вопрос сам по себе имеет понятие такое растяжимое. Но я так думаю, что вы молодой человек, и слово «редактировал» вам, по вашему разумению, более вам понятно. И вы, естественно, человек, естественно, этого поколения. Я-то уже постарше. Ну, я понимаю, или как я понимаю этот вопрос. Допустим, слово «редактировал» – это, наверное, вы пишете смс-ку по мобильному. И где-то вы сделали ошибки, 1, 2, 3, вы тут же взяли, исправили, кому бы вы ни писали, исправили, и тут же в чистом виде прочитали, да, мне понравилось, и я отправил. Если, я так понимаю, слово «редактировал», то хочу вам сказать, что редактировал эту Библию, естественно, только Бог. И без никаких исправлений, и без никаких ошибок. Если бы у него, представьте, были такие, как у нас, людей, исправления или ошибки, или что-то, то мы бы, наверное, как человечество, мы бы, наверное, и не существовали. Совсем. У нас уже пример был Содома и Гоморра. Там Бог оставил, и там делал человек сам, что хотел. Он жил без Духа Святого. Нету Духа, значит, нет там ни силы, нет там Бога, там нет ничего. Я бы и про этот Содом рассказал. И в итоге все было уничтожено, так как они жили и развратились. Просто даже мы, люди, не можем представить, до какой степени человек развратился. Как Павел пишет, я был на 3-м небе, и нельзя человеку пересказать, что я там видел на человеческом языке. Вот так и здесь. Нельзя пересказать, что творили в Содоме и Гоморре люди, жившие там. Поэтому здесь, что касается, если взять Библию, конечно же, редактировал Бог, а человек, который не имеет этого духа и не имеет это, они превращаются, естественно, в то, что я сейчас сказал, Содому и Гоморру. И к этому я бы хотел вам сказать, что то, что Бог один раз, когда это через людей посылает, естественно, через людей, которые, как Петр говорит, человек не может писать книгу, будучи недвижим Духом Святым. Если человек Духом недвижим, то есть Богом, ни одна книга не будет написана. Например, вот такие слова я сейчас вам с Евангелия прочитаю. Это последние, то есть если вы к этой книге что-то прибавите или что-то убавите, вот послушайте, какие слова описаны в книге. Это Откровение, 22 глава, 18, 19, 20 и 21 стихотворения. «И я также свидетелю всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Вот в этой книге написано. «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Понимаете? Это Бог говорит нам, людям.
если вы что-то сюда, к этой книге приложите или отнимете, то вы глубоко, глубоко об этом пожалеете. Это сами слова страшны, да. Это я вам говорю на человеческом, понятном для вас языке. И сколько бы хотели, на протяжении тысячелетий немало на эту книгу нападали, и немало на эту книгу, кто хотел что-то приписать или кто-то хотел отнять. Уверяю вас, они уже погибли. Они сразу, как только помыслили об этом сделать, они уже погибли. Потому что мы являемся без Бога, мы являемся мертвецами. Вот все, каждый человек, который существует сейчас в данный момент, является мертвецом. Как только мы были изгнаны из рая, мы уже стали мертвецами. Далее в вопросах я вам на это отвечу. Поэтому всяк, кто эту книгу берет в себя, оживляется. Он из этого мертвеца превращается, то есть воскресает. Крещение – это и есть толкование. Ты умираешь для мира мирского и воскрешаешь для мира духовного. Крещение – это смерть. Поэтому здесь все, что связано с прибавить или поставить что-то свое, никому бы, Господи, я этого не желал. Поэтому, кроме Бога, который подошел однажды через своих людей в Духе Святом, их направил на это, чтобы они передали человечеству, написав каждый свою книгу, никаких ошибок более нет. Значит, скажем, редактировал книгу Библию, Библ, да, это греческое слово, только Бог и Бог. Первый вопрос. Аминь. Второй. Ел ли Иисус свинину? Евангелие нам об этом не говорит. Вот. Но в древнем Иудее, насколько мне известно, по сей день свинина не употребляется. Ну, наверное, в массе своей. Наверное, есть люди, которые там едят свинину, и, конечно, есть, наверное, да, вот, с таким нашим прогрессивным миром. Поэтому есть, наверное, но в древнем Израиле это было очень строго, люди не ели. И потом взять, если Господа нашего Иисуса Христа, Он вообще был постник. Вот сейчас идет время покаянной молитвы, то есть время поста покаянного. Самый, что ни на есть, сложный пост из всех постов, и который дает один раз в год, дает шанс все дни каяться и благодарить Господа за то, что ты несешь покаяние. Чтобы Господь услышал молитвы твои и принял твое покаяние за твои грехи. Здесь, знаете, он был постник, и он не ел, наверное. Во всяком случае, кроме рыбы, вот нам описывает Евангелие, он ел рыбу, он ел сотовый мед, естественно, пил воду, он же был Бога, то есть он был человек-бог, Бога-человек. Поэтому, так как он является постником, вот, он не ел. Да еще есть такие примеры, вот, что касается, например, лично меня, да, я тоже свинину не ем. Не ел, но я ее пробовал. Так вот, например, первый такой пример. Петр говорит о человеке, который принял Христа и возвращается к прежнему образу жизни. Он его сравнивает с вымытой свиньей, которая идет валяться опять в грязь. Значит, слова «вымытая свинья», если он свиньей сравнивает, значит, в те древние времена она уже являлась как грязное животное. А Петр – это столб веры Христовой, он главный среди апостолов, чтобы вы знали, кто такой Петр. Это евангелист, это апостол, это миссионер. Вот. Второй пример – это когда сам Бог с учениками
попал на остров Гедарасим. На этом острове был человек, в ком был 2000 духов, то есть легион. И когда они увидели, то есть когда он увидел, этот человек, Господа, там к нему никто подойти не мог. Он разрывал цепи, описывается, прям Евангелие пишет, жил вне стана, то есть вне поселка, жил, как там описано, в гробах, там таких. Вот. И в итоге, когда он пришел, он увидел Господа, он сразу как тихонько подошел, преклонился перед Господом, потому что нету на земле, он же Творец, нету, кто бы не подчинился Господу, он и, хоть он и воплоти, он повелевает и стихиям природы, и всем животным, и людям, вот, то, что сам этого захочет. В данный момент он подошел, и тот человек, который имел легион, он сказал, спросил его, как тебе имя этого человека? И он в здравом уме ответил, имя мне легион, потому что там в нем духу было 2000. И вот эти духи просили Господа, если, говорит, ты нас из всего тела выгонишь, пожалуйста, говорит, не выгоняй нас туда, откуда мы пришли. То есть там, где они живут, сами черти, им самим там не нравится. Представьте, Айрат, если вы попадете туда, как вы будете жить там, вне Господа. Пища для размышления. И в итоге он говорит, пошли нас в свиней. Там паслось 2000 свиней, которые они вошли, ну и те, естественно, ашарашев, свиньи же, животные, ашарашев, что вошли в них такие духи, они с крутизны бросились в море и потонули. Поэтому со свиньями вот такой пример есть, а так как является это вот такие примеры негативные, я тоже придерживаюсь. Поэтому Господь Бог, можно сказать, наверняка свинину не ел. Вот. Это второй вопрос. Третий вопрос. На какой день сделали Иисусу обряд обрезания? Евангелие нам про это не говорит. И обрезание, как нас Павел, вселенский учитель, учит, обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все вера в Господа нашего Иисуса Христа, Ему слава и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Авраам был отцом верующих до обрезания, а обрезание ему дано знак в праведности. Он стал отцом всех неверующих до обрезания и всех верующих уже в обрезании. На восьмой день после того, что он принес в жертву, то есть пошел принести в жертву Исаака, сына своего, вот, за это он получил праведника, да. Это тоже был Новый Завет. Кстати, их всего 4 было. С Ноем, с Авраамом, с Моисеем, ну и вот с Господом нашим Иисусом Христом. Так что обрезание, если таково было, я нигде, ни в каких книгах никогда не встречал, было ли у него обрезание, никогда я не встречал таких. Возможно, где-то там написано, но мне Бог никогда этого не открывал. И у меня самого такой вопрос никогда не возникал. Вот, потому что Павел мне ясно говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто. А все вера в Господа. Это третий ваш вопрос. Четвертый вопрос. Кому молился Иисус? Только своему Отцу Небесному, так как Он же во плоти был. Поэтому Он молился Богу своему, Отцу Небесному, от которого Он родился. Бог родил в самом себе и Иисуса Господа и Духа Святого. Это отдельный вопрос, не будем углубляться. Только молился Отцу Своему Небесному. Пятый вопрос. Как называл Бога Иисус на своем языке? Он разговаривал на древнеаморейском и называл он его Иегова. Нам Библия про это говорит.
Так он представился Моисею и Иегову. Это древнее аморейское имя Бога. 6 вопрос. Кому молилась Дева Мария? Она молилась только Отцу Небесному, которому и молился Сын ее Иисус Христос. Потому что если вам интересно полный, например, такой, или, полный вопрос, скажем, ответ. Знаете, она мать. Для нее он оставался сын. Даже когда на кресте он находился, он все равно оставался ей сыном. Да, она знала, что он необычный, потому что Симеон про нее пророчествовал. Такие слова он говорил. Симеон, дай Бог мне вспомнить. Сейчас я вам скажу. Теперь отпускаешь раба твоего, владыка, по обещанию твоему, ибо видели глаза мои спасение твое, которое ты уготовил народу твоему, свет и просвещение язычникам и славу народу Израилева. Конечно, после таких слов, а Симеон это человек, вы знаете, это сейчас, если уходить вглубь, это человек, который прожил 320 лет по преданию, по словам историков, богословов, которые нам перед Евангелием нам это не говорит. Нам говорит о Симеоне, как он поднял на руки его. А нам интересно, кто такой Симеон. И вот мы тоже начали изучать, у Бога просить, Господи, скажи нам, кто такой Симеон, кто такой Анна Пророчница. Вот. Это те, кто служили Богу день и ночь. А Симеон прожил 320, тогда уже люди жили по 70, по 80 лет, да, когда он прожил. То есть это был величайший старец, к которому приходил просто хотя бы увидать и поклониться этому человеку, пророку. Да. Поэтому она, как бы, знаете, знала до конца, что он человек необычный. Да, он был человек необычный, но она не думала, что это Бог. Когда вот он воскрес и пришел в духе и в новом теле, и появился перед апостолом, перед Пресвятой Магдалиной, матерью Марией, то есть перед всеми, тогда они поняли и сказали: Господь мой, это Фома, слова Фома, это слова Фомы, Господь мой и Бог мой. То есть они признали его Господом, как на земле его называли, и Бог мой, как увидев его в духе. Поэтому он является человек, Бог Бога, человек. Он при жизни говорил, что мое царство не от мира сего. Поэтому она, Пресвятая Богородица Мария, Матерь Божия, вот я так отвечу, пусть и даже это тоже не полный ответ. Вы знаете, как Иоанн Богослов говорит, если о Господе писать все, что ты знаешь, или хотя бы часть, самой земли не хватит написать. Поэтому сказать, или на все эти вопросы можно было бы и еще говорить, но время у нас ограничено. Поэтому вот этим мы тоже ответом ограничимся. Пресвятая Богородица Мария, Матерь Божия, молилась только Богу своему, Отцу Небесному, как и все иудеи. Запрещал ли Иисус многоженство? Вот этот вопрос, он очень тонкий и у вас, и у нас. Но раз у вас многоженство есть в мусульманстве, у нас он однозначный. Для этого я вам специально приготовил в Евангелии, это чисто евангельский вопрос, вот он пока единственный, вот. И на него бы я хотел ответить чисто евангельскими изречениями, чтобы не было никаких более помыслов, что ли, или других соображений. Давайте я вам сейчас прочитаю. Знаете, многоженство является, конечно же, это в чистом виде блуд. Это у нас в христианстве, в нашем учении, вот, это подлинное учение, хочу сказать, что подлинно в каком смысле? В нашем учении. И это слова Бога, которые передаются не только мусульман, а там, где есть это многоженство. Даже если это христиане, какая разница, если все этим, как говорится, им пользуются это в чистом виде блуд, за который придется ответить, и надо от него бегать. Вот послушайте, что говорит сам Бог. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
Слово «непрелюбодейство» – это когда ты любишь женщину и с ней, с одной, с другой, с третьей, помимо своей жены, начинаешь с женщинами жить. Даже не жить, а просто хотя бы проводить время. Вот. То есть, откровенно говоря, что ты в ней входишь, она в тебе. Вот так вот, да? Это в чистом виде. Вот. И теперь Бог говорит, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением. Слово «вожделение» – это когда ты уже внутри себя начинаешь мыслить о том, как ты ее, не видя, или даже увидев, представляя, внутри себя ее обнимать. Слово «вожделение», чтобы вы понимали, что это значит. Да? Обнимать, целовать, с ней ласкаться. Вот. Уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Вы понимаете, здесь получается, что не то, что ты живешь с какой-то женой, а ты даже помыслил внутри себя с вожделением. Ты уже прелюбодей, потому что в древнем иудействе тоже прелюбодеяние был страшный грех. Все равно самый похотливый на земле человек, то есть на земле это мужчина, это человек, мужчина, самый похотливый, где нету и вообще и человек, может, потому что нету никаких там сезонов, ничего нету, всегда мужчине требуется, потому что это естество, на этом естество лукавый всегда ловит нас, слабодушных, маловерующих, беспомощных, живущих вне Господа Иисуса Христа, потому что женщина является слабостью мужчины. Здесь Павел говорит, все мне разрешено, но не все полезно. Все мне разрешено, но не все, говорит, должно обладать мною. Потому что если мы будем прыгать на каждую женщину, то является это страшным грехом. Тут, знаете, изначально, что иудеи до Христа еще от рождения человечества люди знали, что уже многоженство – это плохо. Вот. Но Бог допустил это для размножения, потому что одним человеком невозможно, чтобы у него было миллионы и миллиарды людей. Поэтому мужчине Бог дал силы, чтобы, конечно, он к одной женщине, к другой, чтобы размножались люди. Поэтому здесь даже так сказано, что почему прелюбодеяние страшный грех. Я вот здесь вам выбрал специально для этого вот такое изречение из самой Библии, что это было от самых началов. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул», то есть сон, мы не знаем, какой сон. Я хочу это заметить. Это же была не анестезия, это не сделали ему укол. То есть, и это я к чему говорю? Там вы как-то говорили, если вы не знаете ответы на многие вопросы, как вы можете уйти из этой жизни, что ли, не знав тайны. Послушайте, есть столько тайн. Вот тайна первая, которую мы никогда человек не узнает. Какой это сон был? Каким сном можно усыпить, чтобы ребро взять с него? Вот смотрите, прошу дальше. «И навел Господь Бог сначала крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И сказал Господь Бог, из ребра взято, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку». То есть Бог, Адам, был один, и назвался он же человек, и назвал он его себя сам человек. Все, что не делал, потому что когда Господь Бог всех животных показал, Ною, он сказал, сам назови, как их назовешь. Все человеком названы. И вот сказано, и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего.
Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет два одна плоть. И были оба ноги. То есть сказано, что Господь Бог сотворил их, сказано. То есть не сказано по отдельности, Адама сотворила и жену, а сказано их, то есть вместе. Их это значит одно целое. Знаете, как наши старцы говорят, величайшие подвижники, из которых слышно такие слова, что дух – это муж, а душа – это жена. Вот если дух с душой не в гармонии, это не есть целое. Поэтому и сотворил Господь их. Получается одно целое. Если ты берешь одну жену, другую жену, третью жену, вы не являетесь духом и душою. Это получается, вы живете в чистом блуде, так как уже получается не их, а множество, уже вне целого. И поэтому такие слова, как «и прилепится муж к жене своей», слово «прилепится» мы понимаем так, что до еще Господа в начале мы знаем, что есть клей, которым заклеится и не отклеится ничего. Поэтому здесь прилепится слово как вместе сотвориться, что ли, да? Поэтому многоженство в христианстве запрещено и является страшным грехом. Бегайте от него и знайте, что каждый из вас за это понесет наказание, потому что это является, конечно же, наслаждением, мы это знаем, вот, но за это наслаждение придется отвечать. И вот 8-й вопрос, думаю, на этом закончим, потому что времени уже мало, и если Бог даст, я вам отвечу также, только далее, по времени. Вот. Носил ли Иисус и его приспешники крестики? С приспешники я это слово не понимаю, мы еще где-нибудь его, может быть, применим. А так, вы знаете, я не знаю, что я так понимаю, носил ли Иисус и его ученики, или кто ему подобен, крестики. Мы можем сказать, что крестики, кто Евангелие нам это не говорит, и кто и когда первый носил крестики, мы не знаем. Потому что этого никто знать не может, вот вам опять тайна. А первые христиане, которые, возможно, и одели эти крестики, назвались вообще, вот это мы знаем, в Корифне, в городе Корифне. Это первые христиане, где назвались, вот, благодаря Павлу, христианами. Они, скорее всего, и одевали эти крестики. А сам крест, который христианин таскает, я специально выбрал для вас такой, чтобы это звучали не мои слова, а именно слова Духа Святого. Чтобы вы знали, что такое крест, который человек таскает на себе. Вот он у всех христиан есть. Крест всех воскресения. Это тот, кто его в мире грядущем придет с ним, это и будет его воскресение. Это крест здесь, который ты несешь по жизни, когда приняв Христа. Вот примешь Христа, все твои посты, хождение в церковь, молитвы, чтение духовных книг, Евангелие, Библии – это твой крест. Семью кормишь, одеваешь, работаешь, чтобы что-то было уделить, милосердие, чтобы было уделить церкви, чтобы было уделить малоимущему, чтобы было уделить милостыню. Вот ты зарабатываешь, Бог дает тебе на это деньги. Да? Крест падших – исправление. Вот я был падший,
Я был вне Господа Иисуса Христа, я был мертвец, и Бог меня воскресил, и вот Он мне дал падшему исправление. Слава Тебе, Господь мой Бог и Иисус Христос. Страстей умышления. Этим крестом мы умерщвляем все эти страсти, которые в нас. Вы знаете, христианство – это ты не пошел, это не то, что ты пошел, вот, принял христианство, и все. Иаков говорит, как дух, как тело без духа мертво, так вера без дел мертва сама по себе. Поэтому здесь мы знаем, что человек, нету человека на земле, который бы ходил без Духа Божьего. Не существует. Мы же, вот Иаков говорит, мы бы все были просто трупами. Но Духа Святого получаешь, ангела Христова, и становишься общником в церкви, то есть своим, получая печать, как Павел говорит, только при крещении. Ты получил Духа Святого, чтобы когда Господь Бог будет спускаться во втором своем пришествии, Он будет видеть свои печати, кто в Духе Святом. Поэтому нам дается крестик еще для борьбы с вот этими помыслами, страстями. Когда ты принимаешь, вся внутренняя, вся борьба здесь, это отдельные вопросы на каждый. Что такое прелюбодеяние, что такое любодеяние, что такое помыслы чревоугодия или чревобесие. Тут столько вещей есть, на которые на каждый есть толкование. На каждый, если что-то интересно, Бог это откроет каждому, кто только захочет креститься и принять, потому что без этого невозможно. У нас есть столько учителей церкви, у нас есть столько людей, которые, допустим, могут растолковать. Один из них, вот он, я есть самый из них низший. Да, у меня нет образования, у меня уже, я говорю, нет красноречия, я не такой, как говорится, на русском я, возможно, не так говорю, но до человека мне Бог даст любому довести это подлинное христианское учение. Я повторяю, много лжепророков, вокруг, которые бегают вокруг, собирая себе учеников и ведут в погибель. Только церковь, только православная вера. Никакой христианин вне православия не является, потому что лично меня Бог. Я уже хотел у пятидесятников креститься. Я же не знал, я думал, это просто христиане, и все. А оказывается, как у мусульман суеты, ваххабиты, там талибановцы, и кто там, шииты, и много-много-много направлений. Так и в христианстве. Протестанты, атеисты, баптисты, иеговцы седьмого дня, адвентисты седьмого дня, иеговцы, их, оказывается, много. Я тоже про это не знал. И Бог меня забрал, не дал туда. Я хотел быть там, помолвиться, в Хару Кришну пойти. Тоже же не знал, на пути направления был, не знал, и Бог меня и оттуда забрал. Я был мусульманином, и Бог меня оттуда вывел и привел куда? В православие. Поэтому православное христианство есть самое, что ни на есть, высшее и самое, что есть, чисто непорочная вера и только православная. Есть еще, как мне было сказано, что есть Духом Святым, что есть израильские христиане. Ни разу не общался с израильскими христианами, ни разу их не видел, ни разу не был в Иерусалиме, в Иудействе, поэтому я не знаю. Но за православие, куда меня Бог привел, и вот сделал таким, какой я есть сейчас, это только спасение. И это только подлинное учение, другого тут нету. Потому что даже мы проповедуем, даже мы, живя с Господом, как Петр говорит, если с нас начнется суд Божий, а Петр кто это? Это апостол, всем апостолам. Он главный среди апостолов. Знаешь, это напрямую. Он говорит, если с нас суд Божий начнется, вам где явиться? Что скажете Богу, когда придете? Поэтому здесь крест, отдельно вам хочу, да, крест еще дает
для страстей силу. Теперь и плоти пригвождение. Мы себя чувствуем с этим крестом, как будто Господь Бог, как пригвожденный к этому кресту. Ей, Господи, как мне больно, когда человек это сделал. Это же я сделал, я же убил Господа. Это все мы убили Господа со своей мудростью. Верующий человек, он безумен. У него нет ума, у него нет знаний, потому что знание надмевает, а любовь назидает. А человек, мир себя считает мудрым. И вот они подумали со своей мудростью, что он принес, что-то новое, мы не знаем этого. Давай от него избавимся, вот такой смертью, и прибили. Я все время раскаюсь, что мы люди, за нас молюсь, что мы люди сделали это по неведению. Да, мы сделали это по неведению. Это мы убили люди, Господа нашего. Он нам сразу говорил, мое царство, говорит, не от мира сего. Если бы было, говорит, мое царство от мира сего, те, кто каждый день со мной ходил, 5000 человек, они бы, говорит, конечно же, восстали со мной против Пилата, там, когда его привели к Пилату. Крест душам слава и свет вечный. Именно крестом ты душу очищаешь. Крест врагов губитель. Без креста, Господи, вот такого знака ты не победишь никаких страстей, помыслы, без молитвы Господа. Это все дает тебе, как говорится, силу. Крест злочестивых язвы и пленения. И верных держава, благочестивых хранитель и бесов отгонитель. Наверняка, думаю, вы поняли. Крест страстей пагуба. Крест помыслов отгнания. Крест сокрушений языческое искусительно. И духов показася ловительство. Вы знаете, здесь чуть на кириллице, поэтому я вам скажу, что и злые духи, на русский, да, и злые духи, и кто бы ни нападал на тебя со стороны, только животворящий крест, это, кстати, канон животворящему кресту, только крест, крестом с молитвой ты можешь отогнать. Крест воздвижется и падают духу воздушных чинов. То есть здесь говорится о том, что крестом ты можешь изгнать всякого беса, который нападает на тебя и днем, и ночью. Поэтому здесь крест – это вопрос, что касается относительно носил ли Иисус и его приспичь крестики. Вот. И я вам сказал, Евангелие, что нам Евангелие это не говорит, какие у них были крестики, да, там не пишется, там кожаные, деревянные, большие, маленькие. Нету этого, ничего так подобного. Вот. Ну, о кресте много сказано. Само Евангелие, Библии, еще до Господа рождения Иисуса Христа, когда на кресте была змея при Моисее. То есть отдельные вопросы, поэтому здесь, вы знаете, наверное, на этом вопросе мы остановимся. И это 8-й вопрос был. И придет, может быть, следующий отдых, или вы, пожалуйста, потерпите. Конечно же, вы сейчас видели все, что я сейчас вам говорил, какие слова я вам говорил, и отвечал на ваши вопросы. У меня не было никаких конспектов, чтобы сказать, подождите, Айрат, дайте я сейчас посмотрю, напишу или там прочитаю. Вот только Библия, что касается нашего учения церковного, Евангелие, вот, и еще было из молитвословов, вот, что я вам прочитал. Это был последний, что я вам прочитал, это канон, это то, что в Духе Святом вот, мне было сказано, чтобы я вам на кое-какие ваши до 8-го вопроса ответил. Думаю, до встречи. На этом остановимся. Спасибо вам
за внимание. И видит Бог, встретимся.